Отец Владимир, в наше время всевозможные информационные ресурсы, социальные сети, различные коучи, инфлюенсеры в социальных сетях демонстрируют нам тренд на комфортный и эгоистичный образ жизни, и зачастую этим веяниям тяжело противостоять. Вот как воспитывать детей в православной вере, прививая им традиционные ценности? Очень хороший вопрос. Ну, дело в том, что вот правильно вы сказали, что это лишь тренд. Тренд – это мода. А мода, она имеет такую способность, как проходить. То есть сегодня это в тренде, завтра это уже не в тренде. А как раз-таки традиционные семейные ценности, они вечные. И вот эту мысль нужно как раз-таки и доносить до детей. Вот. Ну и, естественно, это нужно делать, конечно, личным примером. Дети чаще всего, они не делают так, как мы говорим, они делают так, как мы делаем, они с нас как бы копируют. И поэтому, конечно же, вот с личным своим примером показывать те вещи, которые мы хотим воспитать в своих детях. То есть, если мы хотим, чтобы наши дети читали, то мы должны сами сидеть с книжкой, чтобы они нас видели. Если мы хотели, чтобы наши дети ходили в храм, то они должны видеть, что мы ходим в храм. Если мы хотим, чтобы они молились, вот так или иначе, они должны видеть, что мы молимся. А уже с более взрослыми, с детьми, с подростками, конечно, нужно беседовать. Нужно беседовать и уже строить свои отношения на доверии, чтобы мы уже были, так сказать, такими авторитетными друзьями для своих подростков и стараться как-то вот им прививать вот эту любовь. К сожалению, веру, ее нельзя передать по наследству, ее нельзя воспитать. Вера дается, это Божий дар, во-первых, вера, и она дается за доброе, любящее сердце человеку. И поэтому, конечно же, мы можем, от нас что от родителей зависит, да, что мы можем воспитать своих детей добрыми, отзывчивыми, вот, настоящими, так сказать, членами церкви, настоящими членами общества. Да, вот. И понятное дело, что вот за их вот, честность, за их доброту, за их доброе сердце Господь дарует им веру. И, то есть издревле человечество придумало два способа воспитания детей. Это кнут и пряник. И вот кто найдет конкретному человеку вот этот баланс между кнутом и пряником, да, вот конкретному человеку, тот, конечно, у того получится воспитание хорошего ребенка, да, хорошего человека, такого добросовестного, настоящего христианина. Вот. Но дело в том, что вот этот баланс, он у каждого разный. Кому-то чуть-чуть больше нужно кнута, кому-то чуть больше нужно пряника. Поэтому вот этот все люди настолько разные. Даже вот в одной семье, вот у меня 6 детей, и они все разные. И кого-то нужно больше утешить, погладить и обнять, кому-то нужно больше, наоборот, строгости. Вот. И, конечно, вот видя вот эти вот подходы, зная немножко своих детей, вот так изучая их, вот, также, естественно, вот находишь вот такие какие-то подходы, пытаешься к ним вот преподать вот эти вот азы, так сказать, нравственности. Вот. Ну и понятно, что сейчас вот есть такой также тренд воспитания, что нельзя детей наказывать. Я считаю, что детей наказывать нужно, вот, но не за все подряд. Понятное дело, что если мы хотим воспитать христиан, благочестивых, нравственных людей, то нужно наказывать за грех. То есть, если ребенок разбил вазу, это не грех, это просто неаккуратность. За это зачем наказывать? Да? Это не нужно, это не подлежит наказанию. Да, вы можете где-то там поругаться немножко, можете пожурить ребенка, но это не нужно наказание. А вот если ребенок начинает там врать, если ребенок начинает там воровать, понятное дело. И опять же, наказание должно быть настроено не на то, чтобы ребенку сделать как-то больно или плохо, а на то, чтобы ребенок запомнил, что это делать плохо. Ага, вот за это мне было больно, да, там, или мне было нехорошо, я испытывал дискомфорт. Там, опять же, наказания бывают разные, да, то есть наказание бывает от того, что можно вот поставить ребенка в угол, да, там, вот, или там другие какие-то определенные наказания, да, там, лишить тебя там прогулок, там, или карманных денег и так далее. Вот. Но это нужно понять, что ребенок это запомнит. Тогда у ребенка даже на ассоциативном уровне, когда он начнет подрастать, будут какие-то вот такие нравственные цензоры. Наверняка он будет еще что-то такое творить, что-то делать, но у него уже будет хотя бы образ, что это действительно плохо. Когда он вырастет, он будет хотя бы понимать, что это плохо, и он будет добровольно выбирать. А когда, конечно, если ребенка этого не научили, и ребенок вырастает и не понимает, что есть плохо и что есть хорошо, конечно, ему это потом очень тяжело самому, такому человеку, жить, в принципе, в обществе, в жизни, да, и он не понимает, что он творит. Вот конкретно мы вот в своей семье пытаемся детей воспитывать
и через также приход вовлекаем детей вот в жизнь прихода. Ну, хотя бы та же исповедь и причастие, да, хотя бы немножко там девочки могут там, помочь на клиросе попеть, вот. Где-то просто в чем-то там помочь, где-то даже там в воскресной школе старшие помогают младшим, да, или там в уборке, допустим, на приходе, где-то подмели. Вот в прошлом году мы на Троицу, когда украшали храм вот, травой, очень цветами, детям это очень понравилось, и им было прям вот они были так вдохновлены, что они и на улице все наши дорожки украсили цветами, травой, и им это очень понравилось. Вот. То есть, когда детей вовлекаешь в приходскую жизнь, тут еще тоже очень важно впечатление, чтобы у них было вот впечатление, слово печать, чтобы впечатывалось в их подсознание, вот что с ними происходило вот в этот момент. Вот. Также, когда вот их помазывают маслицем, оно ароматно пахнет, как горит свеча, да, они смотрят на этот огонек, как горит там лампадка, им вот это вот на самом деле очень нравится детям, и дети прям стремятся вот к этому. Бывает, что до детского сердца легче Богу достучаться, чем до взрослого человека, потому что ну, ребенок, он простой, и он воспринимает этот мир совершенно иначе, чем мы. Он понимает, что он в этом мире новичок, он этот мир познает, он его изучает, этот мир. Вот. Для него все новое. Основная часть воспитания, она именно должна быть от самого раннего младенства, потому что, к сожалению, большинство людей, ой, да он маленький, он ничего не понимает. Все понимает. Вот эти впечатления детские, которые у него вот с грудным молоком матери к нему приходят, они потом остаются на самом деле на всю жизнь. И поэтому нужно ребенку уже вот с первых дней его жизни уже что-то вот ему давать, такие вот различные вещи. Где-то вы помазали его ароматным маслом, он, возможно, не понял, что где, но он запомнил этот запах. И когда в следующий раз он уже более взросленький ощутит запах этот, ой, а мне было хорошо, я был там на руках у мамочки, мне было там хорошо. Естественно, вот эти впечатления, ассоциации, они очень сильно влияют на детей. И потом, кстати, вот во многом, во взрослом состоянии, люди, когда приходят там в храм, воцерковляются, они как раз таки по большому счету воцерковляются благодаря вот этим впечатлениям, которые их постигли. Вот интересный случай, у меня вот один знакомый, он директор сейчас крупной компании, вот, и вот он как-то пришел, они искали офис, когда вот они только начинали все свою компанию развивать, они искали офис. И вот они приходят в одно здание арендованное, вот ну что-то не то, в другое приходит что-то не то. И приходит и смотрит, а там на косяках вот эти вот крестики, вот как знаете, Великий Четверг, когда освещают этот огонечек, приходит домой и вот на косяках вот крестики рисуют огонечком. И вот он приходит, видит эти крестики, и у него вот эти впечатления о детстве, как они вот с бабушкой ходили в храм, как они приносили этот огонечек, как они вот эти крестики наносили на косяки в доме, да, вот в межкомнатные двери. И вот у него вот это впечатление настолько его вдохновило, что он вот так вот впечатлился, и он думает, все, в это здание берем. И действительно в этом здании у него пошел там и все дела его, пошли на улучшение, вот они развили фирму, и он, вспоминая вот эти свои впечатления, он на вот этой такой на ноте благодарности, он начал ходить в храм, начал воцерковляться, повенчался с супругой там, и так далее, и так далее. И сейчас это действительно очень верующий, действительно хороший такой православный христианин, который и храмом помогает, и сам, значит, своих детей тоже привлекает, так сказать, к богослужению. Отец Владимир, а как в вашей семье устроено? То есть ваши дети пользуются социальными сетями, смотрят мультики, с каким вообще они контентом знакомятся? В нашей семье конкретно, конечно, дети не пользуются социальными сетями, вот, потому что они еще маленькие, старший Серафиме всего лишь 11 лет. Вот, будет вот 11 лет в сентябре месяце. Вот, но мультфильмы, конечно же, они смотрят. Вот, ну, мультфильмы они смотрят через, конечно, наш взрослый цензор, да. То есть мы не каждый мультфильм показываем своим детям. Вот, то есть перед тем, как показать мультфильм детям, мы сами его смотрим и решаем, стоит ли показывать его детям или нет. Вот. Конечно, понятное дело, что мы их не можем от всего защитить, что они могут где-то посмотреть там и в школе, и в детском саду, что-то им могут показать, то, что мы им дома не показываем. Но дело-то не в том, чтобы детей оградить от всего, так сказать, да, а чтобы детей научить, что, опять же, вот это нравственный центр, научить, что все-таки можно смотреть, а чего смотреть лучше не надо. Да, потому что все-таки наши глаза, наши уши, это то, что вот мы смотрим, что мы слышим, все входит и отпечатывается на нашей душе. И тем более нам
необходимо сохранить детскую душу чистой, чтобы они были чистыми теми же детьми. Поэтому, конечно, не все детям можно и нужно показывать, и, по крайней мере, то, что мы можем контролировать дома, мы стараемся это контролировать. Насчет социальных сетей, тут тоже нужно учить пользоваться, тут, конечно, нужно включать родительский контроль. Вот. Мы пока еще контролируем, наши дети еще независимы от социальных сетей, слава богу, и, конечно, у них и сотовых телефонов как таковых-то в принципе и нету, и слава богу, они пока в них не нуждаются. Вот. Со временем, конечно, мы прекрасно понимаем, что придется давать, но все равно нужно включать жесткий родительский контроль, как я думаю, чтобы за всем не уследишь, но, по крайней мере, то, что мы можем контролировать, мы будем стараться контролировать. То, что мы можем, делать, что в наших силах. Вот. И опять же, беседовать, объяснять, что такое, почему это нельзя, зачем это нельзя, как это влияет на нас. То есть, особенно с подростками, как я считаю, это нужна беседа, беседа и беседа, потому что, подростки это уже такие небольшие взрослые, которые могут понять через слова. Не все, конечно, но многое.